Алло, Ленка? Привет. Ну, уложила свою? Мои уже спят. Все, ушел. Да и слава богу. Знаешь, как гора с плеч. Коня мне сегодня на работу притащил. Говорит, передай от меня детям. Ну, конь, качалка такая. Ой, знаешь, правда, я его с работы еле дотащила. В метро все пристают, спрашивают, кто покачаться просит, кто место уступает. А один мужик так и говорит, не было у бабы забот, купила баба себе коня. Представляешь? Детям? Не знаю. Скажу, что в командировку уехал. Ой, да они не вспомнят, у них свои игры. Ничего, Лен, ничего, справлюсь. Меня мать, слава богу, одна вырастила, и я выращу. Все. Свобода. Сейчас пойду в ванну и спать. Да, кстати, пусть завтра твоя к моим поиграть приходит. Коня заодно посмотрит. Ну, давай, Лен, пока. Любка, Любка, ты спишь? Любка, просыпайся. Ну что тебе? Кто там такой стоит? Ой, кто это? Сейчас посмотрю. Ух ты, конь настоящий! Качалка! Любка, Любка, я тоже хочу. Это то, о чем я мечтала в жизни. Подожди, я первая подошла, я и буду качаться. Интересно, откуда он здесь? Наверное, Дед Мороз принес. Какой Дед Мороз? Лето на носу. Ну, значит, баба Жара. Сама ты баба. Ладно, садись впереди, вместе поскачем. Но! Вперед! Но! О, а я вижу, вы с утра и уже на коне. Мам, а откуда у нас этот конь? Из полей прискакал. Мам, ну правда. Ну тебе же сказали из полей. Мам, ну скажи. Папа вам купил. Папа? Папа!
а где папа? Папа? А папа в командировку уехал. Надолго? Надолго. Ура! Значит, я поскочу за ним в командировку. Маша, Да. пойдем причесываться. Любка, а давай я тебя буду догонять? Давай. Маш, сиди ровно, а то сейчас будешь косокосая. Я и хочу быть кокосовой. Мам, а я сегодня в детский сад иду? Сегодня нет. Сегодня же выходной. Я сейчас уйду по делам, а к вам придет поиграть Ирочка. Ура! Значит, мы с ней вместе коню прическу сделаем. Давай-ка я лучше сначала тебе прическу сделаю. Беги. Интересно, а как его зовут? Пусть он будет пират. Или нет, он у нас будет горячий. Нет, что-то все не то. Он слишком добрый. О, а вот Ирочка. Бегите, одевайтесь. Здравствуй, Ирочка. Заходи. Девочки, ну я пошла. Играйте без меня. Вы им скажите, тетя Аня, чтоб они меня слушались, а то вы уйдете и опять начнется. Девочки, во всем слушайтесь Иру, она старшая. Ладно. На кухне возьмете по бутерброду. Ну все, я пошла, пока. Ирочка, закрой за мной дверь. Пока. Привет. 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 Ну, что тут у вас? А, качалка новая? Да. Я такие в детском мире видела. Мама говорит, давай купим тебе такую, а я ей, да ну, только место занимать будет. Ты что? Это не из детского мира. Это конь, настоящий, качалка. Нам его папа подарил. Глупая ты, Машка, игрушка не может быть настоящей. Как это не может? Ты что, хочешь сказать, она игрушечная, что ли? Конечно, да ну вас, запутали меня совсем. Давайте лучше поиграем. Пусть этот конь будет у нас аттракционом. Вы будете давать мне билеты и качаться. Каждая по 3 минуты. Люб, а 3 минуты? Это много? Это больше, чем я на музыке занимаюсь. Почти столько же. О, тогда это много. Ну ладно, я побежала билеты искать. А я пока коню прическу сделаю. Есть у вас ленты? Да, сейчас. Давай вот здесь на хвосте, а ты там делай. Давай быстрее. Чтобы это... А то сейчас Машка прибежит с билетами. А мы тут еще не готовы. Так. Долго? Все? Нет? Все. Машка. А, билеты? Ну, Интересно, ну как же его все-таки зовут? Пусть он будет Джон Быстроногий. нет, лучше как в фильме про индейцев. Вороное крыло. Нет, что-то все не то. Давайте скорее качаться. Я первая, а то мне еще работать хозяином аттракциона, и я не успею. Ир, ну ты скоро. Я же только села. А давай с тобой вместе качаться. Тогда мы сможем целых 6 минут сидеть на нем. По двое нельзя. Почему нельзя? Мы же двойняшки. Нам все можно по двое. Да какие же вы двойняшки? Когда Любка тебя, она будет старше. И не похожи вы совсем. А зато у нас день рождения в один день. И мама говорит, что мы почти двойняшки. Да, только я родилась утром, поэтому я беленькая, а Любка вечером. Поэтому она и потемнее. Ну все, Ир, теперь мы. Я же сказала, по двое нельзя. В конце
концов, это наш конь. Как хотим, так и качаемся. Ура! Ну, вперед, пошел. А что там Ирка делает? Сейчас посмотрю. Сидит расстроена. Ир, ну ты не расстраивайся. Скоро у нас день рождения. И папа нам еще одного коня подарит. Мы будем на одном качаться, а ты на другом. Да ничего он вам больше не подарит. И вообще не придет на ваш день рождения. Почему? Ну да, мама же сказала, то, что он в командировке. И ты поверила? Глупая, взрослым нельзя верить. А что ты думаешь? Да я не думаю, я знаю. Слышала, как вчера моя мать с вашей по телефону трепалась. Да ваш отец ушел от вас. Насовсем. Ну что вы на меня так смотрите? Поссорились они с вашей мамой, да и разошлись. Ну и что? Мы с Любкой тоже часто ссоримся, а потом опять миримся. Странно, почему нам мама этого не сказала? А чего тут странного? Да они вообще нам ничего серьезного не говорят. А коня этого он вам на прощание подарил, как память о себе. Ну, будете еще качаться? Чего молчите? Ну ладно, я пойду телевизор посмотрю. Люб, что она сейчас такое сказала? Да ничего, Маш. Давай лучше порисуем. Как это ничего? Она же сейчас что-то ужасное сказала, Люба. Ну что тебе? Папа от нас ушел, и все. Но ведь так не бывает. Как это бывает? Вон у Сережки с первого этажа отец ушел, когда он был совсем маленький. Он его и не помнит. А у Светки из нашего класса родители недавно развелись. А про Ирку ты и сама знаешь. А может, только все врет? Давай у мамы спросим. Не надо. Ну почему? Не надо, Маш. Она все равно тебе ничего не расскажет. А я все равно спрошу. Ну, привет, привет. Как вы тут без меня? Соскучились? Ой, девчонки, я вам такие платья в магазине ко дню рождения присмотрела. В понедельник пойдем примерять. Мама! Что, мой хороший, кушать хочешь? Сейчас приготовлю. Я такие вкусности купила. Мама! Сейчас. Так вот, там одно платье такое, синее в белый горошек. Машка, тебе будет очень хорошо. А второе... Мама, это правда, что папа от нас ушел? А, Ирочка, ты еще здесь? Да, тетя Аня, я телевизор смотрела. Ну я пойду? Нет, ну что же ты пойдешь? Ты останься, пообедаешь с нами, потом еще поиграете. Нет, тетя Аня, пора. Уроки надо делать. До свидания. Пока. До свидания, Ирочка, приходи к нам еще. Ну все, девочки, я пошла на кухню. Сегодня на обед будет вкусный сюрприз. Ну вот, я же тебе говорила. Не нужен мне этот дурной конь, мне на прощание. Машечка, я же тебе говорила, давай лучше порисуем. Маш, ну не Машка, смотри. Смотри, какие у него глаза странные, как живые. Ну смотри, скорее, иди сюда, бегом, ну смотри. Маш, что-то они мне напоминают. Это же глаза, как у папы. Люба, а вдруг это... Точно, это он, только он превратился в коня. Ну зачем? А помнишь, как он нам сам говорил, что хочет жить в детской и играть во все наши игры? Точно. И подслушивать наши секреты. Ах, хитрюга какая! Машка, а давай его проверим. Как? Наденем на него любимую шляпу и галстук. Ну и что? Если это папа, то он нам обязательно подмигнет или улыбнется. Точно, иди скорее, а я его посторожу. Значит так, папочка обмануть нас решил.
Думал, мы ничего не узнаем, а у самого глаза хитрые-хитрые. Вот, принесла, еле нашла. Давай, одевай. Так, вот. Нет, наоборот. Давай. Так, шляпу. Все. Вот так, 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 так. Все. Машка, Машка, смотри, я вижу в его глазах огоньки. Да он же смеется! Ура! Я знаю, как тебя зовут! Да ты же папа! Папа! Папочка! Алло? А, Ленка. Привет. Я? Да устала страшно. Весь день с улыбкой на лице. Думала, он уйдет, а наконец расслаблюсь, детьми займусь. Так они как назло мне с утра зарядили. Папа, папа, я к ним даже подойти боюсь. Ну, а Машка меня прям так в лоб и спросила: мама, папа ушел от нас. Откуда она взяла? Уж Нирка ли твоя им сказала? Нет. Ну, он же спит. И конь этот меня ужасно раздражает. Они вечером такую возню около него устроили, еле их оторвала. Да, Лен, да. Да, я тоже думаю, что их нужно отвлечь. Завтра и начну. Ага, как же. Он даже не позвонил ни разу. Вчера ушел. Господи, окажется, прошла уже целая вечность. Ой, Лен, да ничего не хочу. Спать хочу. Давай, давай, пока. Девочки, подъем! Посмотрите, какое прекрасное солнечное утро. И сегодня мы его начнем с зарядки. Ну-ка, становись, Соня, просыпайтесь. Мам, ну ты что? Сегодня же воскресенье. Вот и замечательно. Устроим себе праздник. Сделаем зарядку, позавтракаем и пойдем гулять в парк. В парк? А папа с нами пойдет гулять в парк? Так, Маша, я что тебе сказала? Встань рядом и повторяй за мной. Hiya, Bobby. Вы готовы? You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair
Молодец, Любочка. А я тоже так могу. Жалко, папа с нами не может заряжаться. У него и у бедного и ножки не двигаются. Любка, ты что я тебе сделала? Люба, я не пойму, ты зачем сестру ударила? Мамочка, ну как ты не понимаешь? Я понимаю, что ты совсем распустилась. Еще раз ударишь сестру, я выдеру тебя так же, поняла? Ну все, зарядку доделывайте сами, а я пошла готовить завтрак. Машка, ты что? Я же тебе просила маме ничего не рассказывать. Ну почему? Как ты не понимаешь? Папа сказал, что уходит или уезжает, а сам скрыл, что хочет стать конем. Это его тайна, его секрет. И кроме нас этого никто не знает. И так что дай мне слово, что маме ничего не расскажешь. Хорошо. А можно я ей на ушко прошепчу? Нельзя. Хорошо. Пап, я никому не скажу, что ты папа. Ладно, теперь давай зарядку доделывать. Как? Через коня прыгать, как на школьной физкультуре учат. Смотри. Разбегаемся, ап, и прыгаем. А папе не больно? Не больно, только щекотно, наверное. Ой, я не могу. Мне тоже щекотно, когда ему щекотно. Эх, пошли переодеваться. And I'm heading in nowhere. The sun is showing me the way. I'm riding alone. I'm looking for adventure 'cause I left my girl in Texas. I'm a stranger and I'm riding alone. I'm riding in the desert and I'm heading in nowhere. The sun is showing me the way. I'm riding alone. I'm looking for adventure 'cause I left my girl in Texas. I'm a stranger and I'm riding alone. My baby's on his way and he's nowhere to stay. I wonder what he's thinking on his own. He promised me love. Девочки, идемте завтракать. Ну, опять каша. Ничего себе праздник. Ну хорошо, чего вы хотите? Я хочу глазированный сырок, а я йогурт. Ну хорошо, хорошо, пусть будет по-вашему. Ну держи, держи свой сырок, а ты свой йогурт. Мам, а давай всегда будет все по-нашему. Ну давай попробуем. Ура! Я хочу есть, стоя на стуле. Нет, давайте лучше верхом. Вот так, смотрите. Как на коне. Так? Мам, ты тоже садись. Я? Да. Ну, сажусь, сажусь. А теперь давайте друг друга с ложечки кормить, как маленькие. Я Любу, Люба маму, мама меня, а я... Ну, давайте попробуем, наверное, это действительно забавно. Давай. Открывай свой йогурт. Вот. Ага. Держи. Ой, мы же коня забыли покормить. Давай его сюда притащим. Девочки, девочки, что вы делаете? Вы же его испачкаете. Мамочка, ты же сказала, что все будет по-нашему. Так, ему сено нужно. Где бы сено найти? О, у мамы тапочки из сена. Ага, вы еще скажите, что из лыка. Мама, ты в этом лыка не вяжешь. Давай тапочки. Не дам. Тогда мы свою корзину расплетем. Любка, ты что? Ведь наш конь не сено любит, а макароны по-флотски. Мам, иди, приготовь. Ну, знаете что? Достали вы меня со своим конем.
Я его в шкаф запру. Нет, мамочка, не делай этого никогда! Отдайте Мама, не отдайте надо. мне этого, отдайте мне Своей коня. кашей покормим. А я с выглазером сырок отдам. А я йогурт, мамочка. Отдай, пожалуйста. Все, я уже ничего не понимаю. Вообще делайте, что хотите. И убирайтесь вообще на улицу гулять. Гулять. С собой возьмем. Ради бога, только уходите. Что будем делать? Книжку читать. Давай, где мы там остановились? Бамбара-чуфара. Бамбара-чуфара. А, вот, нашла. Так, начнем. Бамбара-чуфара. Лорики-йорики. Бамбара-чуфара. С удивлением переспросил Страшила. Ах, пожалуйста, не мешайте, попросила Элли. И продолжала. Трикопу, стрикопу, скорики-морики. Скорики-морики. Интересно, когда же наш папа обратно в себя превратится? Не знаю. А может, нам надо что-нибудь сделать для этого? А что мы можем? Ладно, читай дальше. Кто это? Кто? А, Ирка, привет, заходи. Привет. А мы тут книжку читаем. Я уж вижу, я к вам ненадолго. К маме гость пришел, вот она меня к вам и отправила. А вы так и таскаетесь с этим конем, как с родным. А он нам и есть родной. Машка. Чего ты, Маш, городишь? То он у вас настоящий, то родной. А он нам и есть самый настоящий родной конь. Везет вам, девчонки. Все-то у вас есть. И вы друг другу родные, и мама всегда с вами, и даже конь, и тот родной, а я одна. Ир, а ты не расстраивайся, ты приходи к нам почаще. Или вообще оставайся. Мама разрешит. Я не могу. Слушайте, а раз вы такие добрые, отдайте мне коня, хотя
бы на несколько дней. Нет, Ирочка, нет, лучше не проси у нас об этом. Понятно. Вот она ваша дружба. Нет, Ира, поверь нам, мы не можем этого сделать. Возьми любые игрушки, хоть все. Да ну вас! Вы просто не понимаете, что такое быть одной. Ира, а вот если бы мы попросили тебя твою маму отдать, ты бы согласилась? А при чем здесь мама? А при том, что этот конь наш папа, да-да, он никуда от нас не ушел, а просто на время превратился в коня. Она что, совсем рехнулась? Нет, Ира, это действительно так. Сумасшедший дом! Ну и чем вы мне это докажете? А мы ему папин галстук надевали и шляпу. Ну и что? Давай скорее. Вот, бегу. Давай. Ну и? Вот смотри. А он нам улыбался. Ой, да ерунда! А еще он нам говорил, что хочет жить в детской и играть во все наши игры. Чушь! Мало ли, что он хочет. Вам просто жалко отдавать мне коня. Вот и напридумывали, черти что. Нет, Ира, нет, он скоро обратно в папу превратится, вот увидишь. Когда? Когда? Превратится. Ну когда? Когда? Он в наш день рождения превратится. В наш день рождения, ура! Ваш день рождения? Ну, это совсем скоро. Что ж, я приду, посмотрю. Только обещайте, если он не превратится в себя, вы отдадите его мне. Конечно, но он обязательно превратится. Только надо этого очень захотеть. Ты же превратишься в папочку. Да. Подведешь. Ты все сделаешь. Папочка. Маша, ты почему не спишь? Мамочка, мне надо что-то тебе очень важное сказать. Машенька, давай завтра. Мамочка, ты ведь тогда и ночи не проспишь. Я прекрасно сплю ночью, чего и тебе желаю. Тогда на день рождения нам подаришь много-много шариков. Не надо никаких платьев, только шарики. Хорошо, малыш. А сейчас спать. Спокойной ночи. Мамочка.
надувать. У меня уже голова потемнела. Не голова, а в глазах. Давай я. Сколько будем надувать? Мне 7, Любке 8, вместе будет 15. Один маме, один папе, один Ире. Всего 18. Вроде все. Ну, пап, ну давай, я уже родилась. А как ты себе представляешь его превращение? Что же он у нас на глазах будет становиться человеком? Так не бывает. А что же делать? А может, нам надо выключить свет и спрятаться? Ну, попробуйте. Ир, ты тоже прячься. Может, он тебя стесняется? Да, пожалуйста. Ну как? Вроде ничего. Стоит как прежде. А вам не кажется, что все это бред? Ира, не надо. Вот из-за того, что ты не веришь, у нас ничего не получается. Иди лучше к маме на кухню. Ну почему? Мне ведь тоже интересно. Ну, девочки, ну давайте что-нибудь придумаем. Я уж тут больше не могу. Слушайте, а может нам надо вашу маму позвать? Точно, он без нее ни за что не превратится. Это ведь его секрет. Идите зовите, только не говорите зачем. Тетя Аня! Иди Тетя сюда, Аня! скорей. Ух ты, какая красота! И как это вы сами столько шариков надули? Мам, посиди с нами. Нет, девочки, не могу. Мне еще пирог испечь нужно. Мам, не нужно никакого пирога. Посиди с нами, почитай книжечку. А на стол еще накрывать? Лучше бы мне помогли. Ну вот, все пропало. Слушайте, а давайте сделаем игрушечную маму. Вот, к примеру, на швабру можно натянуть мамино платье. Тогда получится не мама, а чучело мамы. Ну, хоть так. Может, не надо? А как иначе, если они не хотят с нами быть? Так, ладно, Любка, беги за шваброй, Машка за платьем. Быстрее. Давай Быстрее, Люба. Все, бегу, давай. А я буду смотреть, как мама идет. Вот смотри, а то она сейчас придет и все. Вот, давай, возле папы. Маша, ты куда мое платье потащила? Что это? Мама, ты не хотела с нами быть, а конь не может превратиться без тебя в себя. Вообще, вы соображаете, что вы делаете? Вместо мамы у вас чучело, вместо папы у вас конь. У вас что же, выходить или нет? Нет, я из кожи вон лезу, чтобы устроить им праздник, а они надо мной издеваются. Мама, мы не издеваемся. Да, а что это? Просто сейчас конь должен превратиться в папу. Господи, как же вы мне надоели со своими бреднями. Должен. Да никому он ничего не должен. Устроили тут балаган. Это не папа, а кусок дерева. А ваш любимый папа вас бросил. Бросил, и не вспоминает. И даже не позвонил ни разу. И даже с днем рождения не поздравил. Поплачь, поплачь, чтобы знать тебе, каково мне с вами одной биться. Мама, не тронь, заплакайте. Люба, уйди. Не уйду. Уйди. Мама. Господи, как же я устала. Ну почему, мамочка? Мы же тебя все любим. И папа тебя любит. Даже если конь не папа, то он сегодня обязательно придет на наш день рождения. Нет, Люба, не придет. Почему, мамочка? Потому что я его очень сильно обидела. За что?
За то, что он меня обидел. А за что он тебя обидел? Не знаю. Наверное, он не хотел. А может быть, просто устал. Но я подумала, что нам без него будет лучше, спокойней. Нет, тетя Аня, нет. Как вы могли такое подумать? Вы знаете, когда при мне говорят, что вот, мол, у девочки нету отца, у меня начинает темнеть в глазах, начинает стучать в висках, как будто меня застали на месте преступления, как будто открыли мою страшную, позорную тайну, как будто это я во всем виновата. Ира, Ирочка, успокойся. Простите меня. Простите меня, девчонки. Наверное, мы действительно с вашим папой достойны, чтобы из нас сделали чучело. Ага. Но вот только из папы лучше сделать козла, а мама у нас будет козлицей. Нет, лучше мама у нас будет черепаха, а папа череп. А еще можно так. Папа червяк, а мама червячка. Нет, лучше мама у нас будет каракатица, а папа каракач. Угу. А вы тогда будете на карачках ползать? Да, вот так. Мам, спой нам песенку, ну пожалуйста, на наш день рождения. Да, спойте, пожалуйста. Ну, садитесь. Утром солнце, в лужах дети, позабыв про все на свете. В этих лужах из бензина появился замок синий. Разноцветные пираты, разноцветные повесы, ярко-красные солдаты и зеленые принцессы. Ну а взрослым им не нужен и не замок, и не лужа. Эта лужа им мешает, их домой не пропускает. Разноцветные пираты, разноцветные повесы, ярко-красные солдаты и зеленые принцессы. День пройдет, умолкнут птицы, ну а детям будет сниться в этих лужах из бензина их прекрасный замок синий. Разноцветные пираты, разноцветные повесы, ярко-красные солдаты и зеленые принцессы. Шарики жалко. Не переживай, малыш. Зато я из них могу во много-много маленьких наделать. Хорошо, что папин шарик уцелел. Мам, а знаешь, что ты сейчас должна сделать? Что? Ты должна попросить у папы прощения. Как же я попрошу у него прощения, когда его здесь нет? Как нет? Вот, Джон, ты попроси, и он сразу превратится. Нет, девочки, я не могу. Ну почему, мамочка? Ну, потому что, скорее всего, ничего не произойдет. И вы тогда навсегда разуверитесь в чудесах. Зато, если он все-таки превратится, мы навсегда поверим в них. Нет, девочки, это слишком сложно. Нет, мамочка, это очень просто. Попроси и все. Пожалуйста. Девочки, я не могу. Тетя Аня, попросите, Попроси и все, мамочка. Пожалуйста, Попроси. пожалуйста. Попроси. Ну хорошо, я попробую. Дорогой конь, или нет? Милый мой, Господи, я даже не знаю, как начать. Да все равно как, но только начни.
Прости меня, пожалуйста. Я наделала столько глупостей. Я думала, что смогу жить без тебя. А оказалось, что не могу. Ни я, ни наши дети. Прости меня и вернись к нам. Ну, пожалуйста. Ну вот. Я же говорила, что ничего не будет. И пирог, наверное, сгорел.